رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Это одно из самых страшных кладбищ в мире. Неизвестный ребенок, неизвестная обезглавленная женщина, неизвестный мужчина, могилы младенцев, еще детские могилы, неизвестный мужчина, неизвестная женщина, неизвестный мужчина. А это надгробие тех, кого так и не удалось найти. Люди, пропавшие без вести. Все они умерли и пропали в течение одной недели. Кто знает, что это было за событие. Да, Владимир Николаевич. Так. А кто дал команду добро? Ну, Шустко, командующий округом, сказал, что ему лично вчера президент поставил эту задачу. Лично президент, это слова командующего. И он говорит, как я могу не выполнить приказ командующего? Президента. Ну, я понял, что он ему лично поставил задачу через министра обороны. Так, понятно. Они вчера вылетали, значит, это было спланировано на сегодняшнее число, там уже есть этапность этого конфликта, наверное, я так понимаю. Я уже чувствую о том, что это будет, чувствую о том, что это будет. Я уже с внутренними войсками договорился, давайте, говорю, 2-3 роты дайте внутренний войск, мы вот здесь в Назране сами организуем организацию чрезвычайного положения. Знаешь, что если это не вести, то они все равно туда пойдут. Вот оказалось, что точно мы угадали. На границу Чечни пошли десантные войска, а в Назране внутренние войска. Ну нет, мы же тут объяснили людям, что никаких волнений не было пока. Самое главное, здесь в Назране мы разберемся. Назране это не беда. Да, главное вон там, оттуда надо войска убрать, эти десантные. Убрать от границы Чечни, потому что там и границы-то никогда не было. Как можно ставить там войска на границе Свердловодской и Асиновской, когда вообще нет границы? И вы сейчас их били клин еще между ингушами и чеченцами. А потом сейчас войска уйдут, а мы тут будем разбираться. Еще одного, здесь в тылу нашли. Разбирательство по границам. Это им не нужно, кстати. Есть информация, потому что они же проводят мобилизацию. Конечно, они руковой штаб, я бы тоже на его месте так бы делал. Ничего себе, прошло 200 объектов, вроде объектов границы, а я буду сидеть и заявление делать. Я вас попрошу, Владимир Николаевич. Вот была большая помощь. Пусть президент Верховного Совета вмешается и это дело отменяет.
Мы решим мы тут сами, мы сами ингуши тут решим вопрос. Тут у нас хорошие, мы с внутренними войсками у нас есть. Где надо мы поставим. Никакого тут вооруженного нет. Вот здесь депутаты Кабардино-Балкарии сидят. Они могут подтвердить, что никаких тут войск, выдуманных танков, ничего здесь нет. Это просто надуманная здесь игра. Передайте мое заявление, что я осуждаю и протестую против такого решения. Со мной я все-таки должен тут не бесплатное приложение. Или вы мне тут доверяете в этом районе Ингушетии, или вы мне не доверяете. Тогда пусть приезжает тут Ельцин сам садится и командует в Ингушетии. Меня там можно было спросить, они в 11 часов приняли решение, а в 5 минут 12 мне говорят о том, что войска будут введены. Мы будем встречаться, я уже не знаю, с самим только осталось Аллахом или с Богом встретиться, а с остальными уже встречались. Ну как об стенку горох все идет. Говорил сегодня по телефону, с Рудским говорил, с ним говорили депутаты России, вот, которые находятся. Евтушенко, Селиванов, все говорили. Ну кому кто же должен сказать? Телеграммы отправили. Да, они против. Телеграмму сегодня отдавали утром. Гайдару на 7 минут. Вот, товарищ Юкин здесь, они Гайдару, Рудскому, ну еще я не знаю, кому там всем давали. Раскулатову, Яру, всем. Вот мы тут еще менеджеру попросим, чтобы нам Рудскому, Ельцину подсказал. И все, может, нас выходим. Валерий Иванович, да, вот там... Да, надо их оттуда убрать. Пусть они оттуда уйдут. Ладно, черт с ним, если не хотят, так уж хотят на территорию войти, мы тут им на поляне покажем место, пусть становится около Назрани. Черт бы с ним, пусть стоят здесь. Ну туда, к Чечне идти не надо. Не надо и так провоцировать, уже тут напровоцировались. Ага, спасибо. Сегодня 2 самолета и 2 коллектива в Северной Осетии. Вместе с ними отправился Янгиев Умар, его сын Али. Я говорил ему, не садись в этот самолет, задержит вас где-нибудь. Нет, он сказал, это русские врачи, раз они едут, я тоже поеду. 8 дней их держат в заложниках, не дают оказывать помощь умирающим ингушам. Разве это где-нибудь позволительно врачам не дать? Фашисты этого не делали. Фашисты это не делают. Вот здесь есть врач, он просвидетельствует, конкретно скажет, как это поступает. Я врач-хирург Назарской центральной военной больницы Лугачиев. Сегодня 9-е сутки с момента начала той трагедии, которая повторяется повторно по 1944 года. С первых часов начала этой трагедии мы, врачи Назарской центральной военной больницы, почувствовали всю ту тягость, которая сложилась на нас. В течение 15 минут первых поступило 32 пациента. Нужно отметить, что в первые часы обычно поступали пулевые и редко осколочные ранения. И всю тягость мы ощутили тогда, когда прибыла так называемая миротворческая сила, то есть войска в подчинении Чижи и Филатова. Начали поступать больные в комбинированном поражении, множественном поражении груди, живота и нижних конечностей, то есть сочетанные поражения. Больница не была подготовлена к приему таких больных. Даже для 3 больных у нас нет инструментария. Значит, он отмечает, что танки, БТРы с флагами Российской Федерации обстреливали дома мирных граждан, безоружных, беззащитных. Значит, после того, как разрушались эти дома, вслед за ними заскакивали ОМОНовцы Северной Осетии, бандиты вооруженные, значит, добивали там еще не погибших и оставшихся живых людей, и далее, значит, выносили ценные вещи, грузили их на машины и Потом взрывали и сжигали дома. Сжигали и взрывали дома. И трупы тоже. Да. Ну да. Хамдилля. Живот уже пулевое ранение. Да, здесь ранение в живот с повреждением кишечника. Вот. Тоже обстреляли его с вертолета, тоже с вертолета российской, принадлежащей армии Российской Федерации. Вот. Здесь больной выходил из окружения. Вот. По выходу из окружения
канал Грузии. Так, по выходу из окружения он был обстрелян автоматными пулеметными очередями. Здесь многоскольчатый раздробленный перелом плеча, сквозное ранение лопатки правой, проникающее ранение грудной клетки, раздроблена левая кисть, ранение левого бедра. И в таком состоянии он, значит, выбирался 15 километров, он полз ночью, выбираясь из окружения. Потом его, значит, он вышел на дорогу, его взяла попутная машина и доставила вот в больницу. В общем-то, оказана помощь, состояние его также тяжелое. Таких больных, таких больных сколько? Таких больных у нас очень много. Больные тяжелые. Были больные с химическими поражениями, то есть не было никаких ран, с удушьем, с цианозом, с отеком легких. 5 больных поступило такого рода, 4 из них погибло, а один поступил, отправили в Грозный. Значит, это явствует, что применили их химическое это оружие. явное применение химического оружия, но какого рода это оружие, поскольку у нас не было, значит, химической лаборатории, которые могут определить эти химические повреждения, мы установить не могли. Но природа, что это химическое применение химического оружия, сомнений не вызывает. Всего поступило в больницу 360 с лишним больных. Это в эту больницу? В эту больницу. Не считая еще другие больницы? Да, не считая другие больницы. Кроме того, значит, из поступивших больных где-то 52-54 человека уже умерло. Сегодня доставлены 2 трупа. Так, вчера доставлена женщина-врач, которую прострелили в Червене, которая хотела поехать доставить раненых больных. Осетинская сторона не разрешает вывозить раненых. Они лежат на поле боя. Многие из них погибают не только от ран, а от охлаждения, от замерзания. Вот. Но пройти туда санитарным транспортом не удается. Одна машина, которая поехала, вывозила 42, значит, больных, раненых, была обстреляна. Из этих 42 больных остался в живых только 1 человек. Из 42. Трупы изуродованы. Значит, прямым попаданием снарядами из тяжелого орудия поступают больные обугленные. Говорят, что они стреляют, в общем-то, фугасными и, значит, кумулятивными снарядами. Ночью проводят, значит, освещение нависающими зонтиками, значит, эти ракеты пускают. Под светом этих ракет они выслеживают выходящих из окружения мирных жителей, детей, стариков, и дают координаты, где находится скопление, и квадратными такими, значит, накрывают эти площадя, и, в общем-то, все эти выходящие из-под окружения тоже погибают под пулями частей советской армии. 19 декабря 1992 года российское руководство наращивает свою военную мощь на границе с Чечней. Хотя есть 1000 документов, подписанных об отводе, разводе войск. Вон в объективе уже мы видим новая концентрация. Танки продвигаются через территорию Ингушетии в сторону границы с Чечней. Вот этот народ против того, чтобы через территорию Ингушетии они проходили и уничтожали мирное население. Объясняют, военные объясняют это приказом министра обороны. Так, люди остановили танки. Неизвестно сейчас, как развернутся события. Для военных один только закон. Приказ вышестоящего органа. Вы посмотрите, куда направлены дулы танков, посмотрите, заметьте. На объектив, прям хотя меня снесли.
они миротворческие войска, которые вводятся на территории Северной Осетии и Ингушетии. Под предлогом развода воюющих сторон они пробиваются в сторону границы Чечни. Вроде уже есть подписанный договор с Шахраем и зампредседателя парламента Чеченской Республики. Но танки все же пробиваются в сторону Чечни. Вот они, ингушские боевики, которые против всякой насилия. А вот эти миротворческие силы, которые проходят всю Ингушетию, даже не заезжая в сторону пригородного района, к границам Чечни. Буквально сейчас считанные минуты посмотрим, будут они давить мирное население Ингушетии или нет. Давай, yol ver, слушай, yol ver. Первый танк уже развернулся. Кто это делал в России? Я сказал руководство Российской Федерации. Президент Российской Федерации был Ельцин. Я выехал на круг Череменск, там уже вовсю, на всех, где жили ингуши, мелом было написано «ингуши». Почему войска, высадившись в Беслане, пошли через Владикавказ? Потому что первый населенный пункт примыкает к Владикавказу, где живут ингуши компактно. Когда десантники шли в этот, Псковская дивизия, сидит один офицер, который служил в Афганистане. Он меня видел, пошел ко мне поздоровался. И я смотрю, у него сидят в шапочках с белыми повязками. Я говорю, кто у тебя сидит там на БМД? Он говорит, наши проводники. Я говорю, какие проводники? Ну, проводники, они нам показывают, где ингушские дома. Я говорю, а ты что, с ингушами воюешь? Он говорит, да, нам сказали. А потом, когда я приехал в больницу в Корца, и там в больницу заносили раненых, там всех подряд, я был в форме генеральской, и один боевик подбегает ко мне, офицерский, говорит, вот, товарищ генерал, говорит, вы поправьте там десантника, вот танкисты лучше воюют, чем десантники. Я говорю, хорошо, поправим, сейчас все поправим. Осетино-ингушская война. Осетино-ингушская война – это просто война, которая дает возможность, для которой есть возможность развязать конфликт между двумя народами. Этот конфликт был заложен очень давно, и заложен тоже из центра. Каким образом из центра заложен этот конфликт? Товарищ Сталин был большой мастер закладывать межнациональные конфликты. Достаточно вспомнить, как делилась в национальном плане Средняя Азия. Такая чересполосица, что без войны... Между Осетией и Ингушетией что там делилось? А пригородный район. Вы что, в первый раз, что ли, об этом слышите? Не в первый раз. Вы что, не знаете, что в 1992 году осетины при поддержке российского ОМОНа перешли в наступление на мирных ингушей и по трупам женщин? В начале войны осетино-ингушской ингушская армия подошла к Владикавказу. Какая ингушская армия? Ингушские солдаты вооружены, нет? Ингушские солдаты, о чем вы говорите? Вы что, шутите? А кто воевал? Какие? Кто с ингушской стороны воевал? Там никто не воевал, там